создает возможность привлечения инвестора в возобновление, по сути, работы аэропорта в городе Сухум. Соглашение такое достаточно сложное. Оно предполагает, что вся реконструкция, а там и реконструкция взлетно-посадочной полосы, и необходимое оборудование, и строительство терминала будет проводиться за счет средств частного инвестора, то есть без привлечения средств федерального бюджета. Что абхазская сторона возьмет на себя определенные гарантии, в том числе по подведению энергетической инфраструктуры, по решению земельных вопросов. Вот, что Российская Федерация со своей стороны даст определенные гарантии в том случае, если у инвестора возникнут какие-то вопросы по взаимодействию с абхазской стороной. Есть какие-то конкретные сроки, когда уже запустит эта работа, и самолет он сможет принимать, и откуда? Я тороплюсь, я понимаю, да? Нам бы, конечно, хотелось, чтобы все это было мгновенно. Вот, это можно сделать в достаточно сжатые сроки. Мы сейчас будем проводить конкурс. Я думаю, что сроки будут в том числе и предметом как раз рассмотрения конкурсных заявок. Но надо отметить, что в целом взлетно-посадочная полоса в неплохом состоянии, есть обследование, потребуются определенные там участки реконструировать. Вот. Ну, конечно, потребуется терминал новый, современный, потребуется новое светосигнальное оборудование, сопровождение и так далее. В общем, все это четко прописано в соглашении в виде обязательств, что инвестор, что абхазская сторона, что российская сторона. Мы очень оптимистично в этом. Кристина Константиновна, можно сказать, историческое событие, что это значит для Абхазии? Вы знаете, без преувеличения могу сказать, что действительно сегодня состоялось историческое событие для Республики Абхазия. Аэропорт Сухум практически не функционирует 30 лет. Для нас это действительно очень важно политическое, историческое, безусловно, экономическое событие. Запуск аэропорта города Сухум, безусловно, будет стимулировать развитие экономики государства Абхазии, транспорта, доступность для туристов, приезжающих из Российской Федерации, посетить Республику Абхазия и, безусловно, расширить возможности развития Абхазии в международный транспортный проект. Сегодня, мне кажется, является очень актуальным условием изменения экономической ситуации. Как сказал Максим Геннадьевич, действительно, Минздрав соглашение предусматривает порядок и условия реализации проекта, а главное – обязательства сторон. И здесь, в частности, Республика Абхазия для инвестора, который будет реализовывать данный проект, представляется особый инвестиционный режим. И, конечно, идем на это решение сознательно, потому что для нас это, безусловно, очень важное решение. Была проделана колоссальная работа, и я хочу дать вам слова благодарности всех нас за такой большой вклад в развитие этого проекта. Это была командная работа. Большая благодарность Александру Алексеевичу Новаку и всем федеральным органам исполнительной власти Российской стороны, которые были задействованы в этом проекте. Спасибо вам большое.